Тебе было страшно? Каждый день пробивается новое дно. Ты ходила на крестина. Добро победит. Ты осталась голой жопой? Ты что, вообще куку, что ли? Как себя чувствует человек в трусах? Тебя обязательно посадят, расстреляют. Ты считаешься богатой? Вспомнила Солодуху. Мы в гостях у Оли Барабанщиковой и всех ее собак. И сегодня будем разговаривать про теннис с президентом, про просьбы быть потише и про гламур не 90-х, а 2000-х, с которого было сложно выжить. Пока. Спасибо, Рада. Когда ты разочаровалась в нынешней власти? После 9 августа. Нет, конечно же, всегда были вопросы. Всегда были вопросы, это очевидно. Но как-то это не доходило до такого, что ты прям вот хотел, чтобы все ушли, чтобы пришли новые люди. И после 9-го, конечно, после 9-го все внутри перевернулось. Я скажу больше. Еще какого числа посадили Виктора Бабарика? Арестовали? Это было до 9-го, но мы все примерно помним этот день. Примерно июнь какого-то числа. Мне кажется, 20 там какие-то числа. Я писала одну из своих историй с детства и выставила в тот вечер пост, потому что я не смотрю новости уже давно. Я знаю, что такое телевидение, тем более наше телевидение. Поэтому я не была в курсе, что творится у нас в стране, вот этих всех задержаний уже перед выборами. Я выставила пост, очередную историю. Там была как раз часть о моей поездке в Катар, и где у меня была встреча с президентом, где он меня пригласил к себе. Там же в посте я выставила нашу совместную фотографию, и мне вечером начали писать: а вы что, действительно, Оленька, вы что, действительно эти 3%? Я думаю, что за прикол, какие 3% вообще? И начали писать вот какие-то странные сообщения, а я вообще не понимаю, о чем речь. И я звоню своему знакомому и говорю: послушай, ну вот такие странные сообщения, мне кажется, такой классный пост был, вообще такая необычная история. И он мне говорит: ты что, вообще куку, что ли? Арестовали Виктора Бабарика, там еще что-то. Я говорю: господи, я начинаю читать новости. И там, ну вот такая, мягко говоря, неприятная история. И вот настолько я не была не в политике, не новостей, далека от этого всего. Но после этого уже начала потихонечку следить. И, конечно, это все отвратительно, насколько это нечестная игра. Ты раньше была на выборах? У меня почему-то стоит перед глазами, как я иду в какую-то школу, и я вот не помню для чего. То ли голосовать, то ли какое-то там другое мероприятие. Нет, ну понятно, это в таком уже другом возрасте было. Да. Мне кажется, что я никогда не голосовала, потому что смысл. Как-то я не видела в этом никакого смысла. В этот раз я ходила голосовать осознанно, мне очень этого хотелось, я немного волновалась. Но, извиняюсь, я понимала, что я делаю что-то очень важное для себя в первую очередь. И, возможно, для всех нас. А бюллетень скручивала? Ну, да, вот так вот, в гармошку. У тебя были и фотографировала, на всякий случай, с обеих сторон. У тебя были когда-то живые встречи с нынешним президентом? Да, много. Расскажи, самую памятную. Ну вот в Катаре, например, которая вот эту историю записала в свою историю, я потом ее переписала. Это президент Катара, да? Нет, наш президент был там. Да? Наш президент был там, в Катаре. Подожди, я туповат несколько. То есть ты в тот день, когда захватывают я писала про мою историю с нашим президентом. Уф. Да, я поэтому тебе и говорю, вот начали люди мне писать, а я вообще не понимала, что происходит. Более того, в этот альбомчик, где можно много фотографий в посте ставить, там была наша совместная фотография. Она у меня стояла здесь, на самом видном месте. Сейчас не стоит, да? Сейчас не стоит. Сейчас только собаки храпят, чтобы было понятно, что происходит. Да, я в этот вечер выставляю такой пост. И мне люди пишут: вы действительно не понимаете? Вы на самом деле? Или вы прикидываетесь? Или: Оленька, мы вас так любим, но вы что? Вы эти 3%? Я не понимаю, какие 3%? А потом поняла. Важный вопрос. Где сейчас фотография ваша совместная? Лежит в другой комнате. На видном месте? Нет. Твоя первая встреча с президентом? Ну, это точно было во времена тенниса, когда я была на пике своей карьеры. И нас приглашали на совместные какие-то ужины. Также меня приглашали на лыжню в резиденции.
И вот я запомнила, что пока я шла, или как это правильно, на лыжах 1 круг, Александр Григорьевич проехал 4. Ну, я, наверное, первый раз тогда стала на лыжи вообще. Ну, нужно было как-то двигаться. Вот он меня обогнал несколько раз. Это я помню. Играли в теннис. Меня приглашали играть в теннис туда, в резиденцию. Просто это какая еще резиденция? Которая Дрозды? Да. Ага. Да, поэтому... Как вы поиграли тогда? Ну, отлично, играли, мы всегда выигрывали. А, вы в паре играли, да? Да. Понятно. А против кого? Сергей Тетерин, по-моему, был. Я не помню, кто там еще. Ну и официальные вот эти а-ля новогодние мероприятия несколько раз была. И, конечно, я испытывала совершенно другие чувства, потому что тогда все было по-другому. Ты говорила, что первые большие деньги ты стала зарабатывать в 17 лет. Наверное, 18, потому что в 17 я начала играть. Ну, 17-18, да. 17-18. Что такое первые твои большие деньги и что такое твои эмоции от них? Ну, мне кажется, $10 000 в 18 лет – это очень неплохо. И вот эта вот история, то, что мой менеджер в Нью-Йорке организовал для меня такую сказочную поездку, о которой, наверное, многие девочки мечтают, когда я выхожу из гостиницы, совершенно ничего не подозревая, и стоит лимузин, и я думаю, господи, какая красивая машина, лимузин в Нью-Йорке. И оказывается, что этот лимузин для нас. Открывается дверь, приглашают в лимузин, и мы едем по Нью-Йорку, по центральным этим роскошным улицам, останавливаемся возле знаменитейших бутиков, мне открывают дверь, мы выходим из бутиков с пакетами, которые мне тоже выносят. И вот это все, это, конечно, головокружительно. И я понимаю, для чего мой менеджер это сделал, для того, чтобы я почувствовала вкус успеха, и чтобы мне хотелось дальше успешно играть, зарабатывать, красиво тратить, или, как я посчитаю нужным. Но вот я почувствовала, конечно, этот вкус, и мне хотелось еще, хотя я тратила все деньги, скажу честно, на одежду и музыку. У меня было огромное количество CD-дисков в то время, просто огромнейшее. Я всегда была электронщицей, это был такой качественный хаусик, разные диджей-сборки. Но потом уже я начала заниматься благотворительностью, помогать родителям, ремонт, потом вот на даче ремонт. Ну, как-то уже пошло какое-то разумные траты. Ну, потом пошли тусовки. И ты промотала большое количество денег? Да, я думаю, что не маленькое. А что это за деньги, можно понимать? Нет, я не помню, я не считала, но в принципе вся тусовка, вот как-то мы гуляли за мой счет, как-то так вот по ощущениям. Ну нет, это, наверное, не сотни тысяч долларов, может быть. Честно, я об этом не жалею, потому что я сейчас четко осознаю, что мне этот период был нужен. И хорошо, что он случился тогда, а не позже. Вот мне почему-то кажется, что всегда все происходит в свое время. Мне нужно было такое испытание, чтобы я потом вообще осознала некоторые вещи, посмотрела со стороны, ужаснулась, и все перешло на следующий этап. Этот дом, это твои деньги? Нет, это мой муж мне покупал. Просто я хочу понять, степень мотовства. Ты осталась голой жопой или все-таки все, что осталось Нет, душой? квартира, которая у меня есть, это мои деньги. Ремонт там, ремонт родителям, дачи, машины, которые были. Ты помнишь момент, когда тебя отвратило от всего от этого? От чего именно? От тусовок или тусовки. шоу-бизнеса? Тусовки, но я так понимаю, что это было все очень совместно. Мне кажется, когда уже пришло вегетарианство в мою жизнь, частично какое-то духовное развитие, я еще продолжала выступать. Выступления у вас большего закончились, когда, в принципе, начался кризис в нашем шоу-бизнесе, потому что те артисты, которые уже не особо востребованы в России, они начали приезжать в Беларусь и тем самым забирать хлеб у наших артистов. Нашими артистами к тому времени люди уже приелись, потому что вот эта обязаловка на радио и так далее. И выступления у всех артистов, я помню, мы с Лешей Хлистовым где-то встретились на каком-то мероприятии, он говорил, что даже у него, мне кажется, самого популярного нашего артиста, ну, практически, это вспомнила Солодуху, даже у него было очень мало выступлений, и он, у нас просто завязалась такая беседа.
Поэтому я поняла, что реальный кризис, и артисты, которые действительно, это была их работа, их хлеб, ну, это не лучшие времена. И выступлений таких денежных стало все меньше, меньше, меньше. Куда-то просили приехать вообще за копейки. Где-то, конечно же, мы все выступали бесплатно, с радостью. Ну, а потом я уже просто не хотела ездить просто так, потому что, во-первых, у меня звукорежиссер, у меня балет, и ехать за свои деньги тратиться, да? Конечно. Ну, и как-то это все потихоньку. Потом отказываешь один раз, второй раз, потом моя беременность, ну, и потом потихонечку практически перестали приглашать. Последний раз меня приглашали на концерт 8 августа. Но я отказалась. Ты сказала про беременность. Она вот и была второй в жизни, да? У меня, да, была беременность, и в 3 месяца я пошла узнавать пол, но мне сообщили очень нехорошую новость. Пришлось делать операцию, да. Но я могу сказать, что в то время я не обрадовалась особо, когда узнала, что беременна, потому что у меня были огромные планы по работе. Да, сейчас это звучит так глупо, вот просто глупо. Но у меня были планы по Евровидению, я работала на телевидении, еще какие-то планы. И я подумала, господи, это вообще не вовремя, зачем? Это не вовремя. Ну вот, и не вовремя. Когда я читал про это, возникло ощущение, что как бы, ну, случилось и случилось, как будто бы. Когда тебя накрыло сознание? Ну, накрыло, честно говоря, когда я поехала на УЗИ, и к тому времени, к 3 месяцам, я как-то уже свыклась потихоньку с мыслью, что у меня будет ребенок. И я ехала уже вдохновленная, что я узнаю, будет это мальчик или девочка. Это такие важные новости. И потом как-то вот прям накрыло. Я поехала к подруге на дачу, очень сильно плакала, закурила, хотя я бросила курить вроде бы в то время. Снова закурила, много-много плакала. И я очень долго боялась снова пройти через это, а потом просто почему-то не получалось. А потом Индия? А потом Индия, и как мне сказал ведический астролог, что после этого места практически у всех в течение полугода происходит чудо. И через полгода ровно случается чудо. Слушай, а у тебя сейчас дочь. Тебе вот не страшно, с учетом твоей всей биографии? Что она тоже так будет крутить? Нет, мне не страшно, потому что у меня ведь я жила вдали от родителей, хотя меня окружали очень хорошие люди, мой менеджер Виктор, и его семья была такая очень открытых, свободных взглядов. Он мне позволял тусоваться с Лео, его сын, так звали его друзьями. Ну, чтобы я почувствовала вкус этого всего, и чтобы меня не тянуло ко всему как к запретному плоду. Но оказалось, что вот все-таки недостаточно мне было именно родительского внимания, потому что все же это не мои родители, я не их ребенок, и потом вот эти постоянные переезды, потом я вообще год жила у тренера в доме было, и я начала просто уходить в поле одна, брала сигареты, слушала русскую музыку, плакала. Погоди, то есть ты в момент своего спортивного топа ты активно курила? Да. Я была удивлена количеством спортсменов курящих. Я думала, что я, наверное, единственная такая плохая девочка. Так обычно не делают, но потом... Короче, ты клонишь к тому, что сейчас на основе своей жизни ты хочешь окружить ребенка максимальной заботой и поддержкой, чтобы он чувствовал себя. Да, у меня этого не было в жизни. Возможно, поэтому меня сорвало крышу, когда я снова вернулась домой и вот это вот все увидела. Все не было достаточно гармонично, потому что был только спорт, а потом вдруг я это увидела. А ведь если ребенок будет это дозированно, правильно об этом узнавать по частичкам, ну, в нормальной жизни, как все подростки, мне кажется, таких срывов, наверное, особо не бывает. Мне так кажется. Потому что у меня было чувство вот такой прям ненаетости, как, знаешь, дорвалась. Ну, такое
мне не кажется, что бывает часто. Поэтому если ребенок окружен заботой, не то, что как мама под крылом или папа и запрещает вообще любое общение, выходы в люди и так далее. Нет, такого тоже не должно быть. Ну, какая-то должна быть здоровая грань. Мне кажется, у нас достаточно правильные взгляды на жизнь, отношения, поэтому, ну, пока мне не страшно. Задаю себе вопрос как спортсменка непосредственно сейчас, которая тоже высказалась. Как ты реагируешь на нынешнее молчание самого приласканного вида спорта, хоккея? Ну, вот это сложно сказать что-то нежное. Это очень обидно, непонятно, потому что у нас это считается таким действительно, наверное, одним из самых мужественных мужских видов спорта. Люди его очень любят, у них огромная поддержка на стадионах. Я присутствовала иногда на играх, потому что там играли знакомые. И ну, всегда очень интересно, когда есть за кого болеть. Не просто за команду, а вот лично за кого-то. И у них была колоссальная поддержка, и очень обидно, что они сейчас не поддерживают своих болельщиков, свой народ. Для меня это некое предательство. Я, конечно, понимаю, что на них оказывается огромное давление, учитывая, кто там руководит. Но все же нужно оставаться человеком и мужчиной при любых обстоятельствах. Легко задушить человека, людей поодиночке. Но если бы высказалась вся команда, если бы они между собой как-то это обсудили и вот прям решились на этот шаг, то, мне кажется, это было бы очень круто, и люди бы их действительно уважали, потому что сейчас люди их поддерживают точно так же, как они поддержали своих людей, никак. И то, что я слышу и вижу, ну, у всех вот такая реакция, что не хочется вообще не ходить на игры, никак их поддерживать, потому что мне обидно. Высказались такие люди, от которых ты вообще, наверное, не ожидал. Очень много неизвестных ребят, которые рискуют намного больше, я уверена, нежели если бы высказались именитые, знаменитые спортсмены, на которых, мне кажется, все-таки гораздо сложнее нажать. Потому что, ну, что будет наша делать страна без хоккейной команды? Без одной, без второй, без третьей. Ну, это любимый спорт. Государство. Да. Все сложно. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что все боятся, и я очень боюсь, и все боятся. Но сейчас такая ситуация, когда нельзя молчать. Расскажи мне, пожалуйста, как ты познакомилась с Русланом Салеем? Это был Кубок Федерации. В Беларуси я тогда очень успешно играла. В команде была я, Наташа Зверева, еще кто-то из девочек. И у нас была какая-то очень важная игра, и мы победили в стенах дома. И была колоссальная поддержка, много людей приезжали нас поддерживать из других видов спорта, важные начальники. И вот тогда меня между матчами, как раз, по-моему, я принесла какое-то одно из решающих очков, и меня познакомили с Русланом Салеем. Он тогда еще, кстати, не был в Америке, он только собирался. Через некоторое время он попал в НХЛ, и вот нас познакомили. Ну, я подумала, какой-то средний хоккеист. Ну и все. Но он еще звонил пару раз, по-моему, приглашал даже пообедать, но как-то что-то не получилось. А потом мы уже встречались в Америке. Потому что когда свои люди из одного города, тем более, встречаются в чужой стране, это особенно как-то связывает. Ты можешь сказать примерно, что это были за встречи, ну, чтобы понимать, какой был Руслан? Несколько раз мы встречались пообедать просто. Между его какими-то тренировками у меня тоже были свои дела, какие-то съемки. Между турнирами я залетала в Лос-Анджелес, останавливалась в Анахайме. И вот обедали несколько раз. И он любил такие рестораны, японские он очень любил, суши, вот теппаньяки такое. И он приходил как к себе домой, там его все знали. Потом несколько раз он меня учил пить, не помню, как называется этот напиток, но в пиво добавляешь саке. Ну, вообще, улетаешь у нас после второй. Подводная лодка это называется. Да, я не помню, отвертка, не помню название, да. Но ты просто улетаешь. А потом несколько раз вот на игры приглашал, и после игр мы встречались, знакомил с хоккеистами, там, Твердовский, Вишневский. Тогда еще смешно очень было, потому что они были с выбитыми зубами, и Руслан рассказывал, что это нормально. Он, просто такой вот
Добряк. У нас день рождения был в один день. Поэтому мы всегда, особенно когда я была уже в Европе, он еще находился в Америке, я всегда ждала, чтобы он проснулся, чтобы поздравить, потому что я знаю очень мало людей, у которых день рождения в один день, тем более, скорпионы, они такие люди прикольные. Не знаю, у меня впечатление просто доброго мишки, которого вот прям он... Я не слышала никогда, чтобы он о ком-то плохо что-то сказал. Даже если я там начинала на кого-то синить, потому что мы встречались, я как какая-то, такая подруженция, младшая сестричка, я не знаю. Хотя, безусловно, он очень интересный парень, и такой, он уже был такой огромный, такой заходил. И вот хотелось с него просто под крыло залезть. Он никогда ни о ком не говорил плохо. Такой вот он как будто бы готов был приютить весь мир и поделиться своим теплом. Просто какой-то нереальный. Есть мнение, что в нынешней ситуации, которая у нас сейчас сформировалась в стране, Руслан бы не молчал. Я уверена, что он бы не молчал. Потому что трус не играет в хоккей. Это не про хоккеистов, не про наш нынешний хоккей, к сожалению. Но это про Руслана. Я уверена, что он бы не молчал, потому что он не был трусом. Он у меня такое впечатление создавалось от него. Он бы пошел своими большими плечами и вот прям говорил бы все как есть. У тебя было знакомство или есть знакомство с Александром Глебом? Было. Вы же поддерживаете отношения какие-то? Нет, уже давно нет. Давно разошлись наши дорожки, и вот у Саши же своя замечательная семья, и нет, вообще давно не поддерживаю. Молчание футболистов ты как расцениваешь? Так же, как и хоккеистов. Только хоккеисты, вот лично для меня, они были всегда более мужественными. Потому что они, как Руслан, они такие большие, мне казалось, что им не страшно ничего. Они сильные, храбрые, такие вот защитники, которые... Знаешь, у них такие драки бывают на льду, вообще реально как Твердовские, Вишневские, как мы видели после игр без зубов, им все нормально. Да они такие, я так думала, но оказывается не такие, и поэтому для меня лично это большое разочарование, как и для многих, я думаю, и футболисты тоже. Что тут скажешь? Знаешь, мне кажется, что... И так все понятно. Они получат такую же поддержку от народа, как они поддерживают людей сейчас. Мне кажется, нужно больше говорить про тех людей, которые действительно заслужили уважения. Потому что их столько, посмотри вот на эту солидарность, сколько людей не думают только о себе. Сколько людей мне говорят, чего тебе, плохо что ли живется? Нет, мне неплохо, мне очень неплохо живется, но мне хочется, чтобы моя дочь росла в свободной стране, чтобы она могла высказываться в соцсетях, не в соцсетях, ходить с флагом, если ей захочется, шить сарафан себе из этого флага. Мне хочется, чтобы ты не боялся, если ты... скажешь что-то не так. Мне хочется, чтобы наши дети не стремились выехать, учиться за границу, потому что там больше платят. Все эти чиновники, которые говорят, что у нас все замечательно, их дети учатся где? Все практически учатся за границей. Опять я куда-то перескочила и забыла суть вопроса. Вернее, про Глеба, для того, чтобы закончить тему Глеба. Это миф, что вы встречались или вы встречались? Нет, мы встречались, да. Мы встречались, причем... Опять же, я начала очень рано заниматься благотворительностью. По сути, как только начала зарабатывать свои первые деньги, это было где-то мне 17, около 18 лет, и вот здесь в Беларуси Сергей Щурко меня начал привлекать к благотворительности. И мы как раз-таки с Анатолием Капским, Женя Павлина, гимнастка, Сергей Щурко, не помню, кто еще был, поехали на благотворительную акцию куда-то далеко за Минск, мы навещали несколько семей. И вот мы ехали с благотворительной акцией, и шел снег, был гололед, и кто-то ехал впереди без опознавательных сигналов. И я начала тормозить, я улетела на противоположную сторону, перевернулись мы дважды. И вот мы остановились, это все как в каком-то замедленном вообще сне страшном. И я поворачиваю голову, и тут висит рука Жени Павлиной. Я начинаю спрашивать, все ли хорошо, мне никто не отвечает. Ты понимаешь, какие первые мысли, что все погибли.
Но в итоге все хорошо. Правда, машина не подлежала восстановлению. Как-то вот отделались небольшими порезами и синяками. Но, по-моему, на следующий день вечером Анатолий Капский нас пригласил с Женей на их какой-то футбольный вечер. Там я познакомилась с Сашей, у нас закрутился очень бурный роман, но я была действующей теннисисткой, он действующий тоже футболист. Вот это вот все расстояние, ну, как-то очень достаточно быстро все прошло. У каждого своя жизнь началась. Далее. Реакция Арины Соболенко недавно в Инстаграме. Что ты можешь сказать? Мне кажется, молодо-зелено. Мне утром девочка какая-то, теннисистка, тоже прислала эти скриншоты. Мне кажется, ее спровоцировали тоже, потому что люди очень агрессивно общались. Конечно, ей не нужно было говорить то, что она сказала, естественно, но там были провокации, и мне кажется, человек, особенно спортсмены, они очень импульсивные. Я знаю по себе, что я могу такого наговорить. Конечно, сейчас уже нет, но когда я была помоложе, я могла сказать очень много всего, просто вот заведясь с полуоборота. Особенно вот эта реакция на какие-то такие, на агрессию, хамство. Возможно, это было что-то такое. Но, с другой стороны, на следующий день можно было это, наверное, как-то объяснить, но мне кажется, она пошла еще дальше, да? И, ну, я уже не читала, мне это не особо интересно. Ну, неприятно, но на всех уроках учатся. Я надеюсь, что она осознает и как-то что-нибудь еще скажет. И твоя любимая теннисистка Виктория Азаренко. Почему любимая? Ну, у меня есть ощущение, что ты недолюбливаешь Азаренко. Нет, ты знаешь, я ее очень уважаю как теннисистку, как спортсменку, безусловно. Я знаю Вику вот с такого возраста, когда я еще ракетки дарила, у них совершенно не было возможностей не тренироваться. Ну, как, в принципе, и у многих из нас. И мы всячески помогали Вике. Была замечательная маленькая девочка. У меня, кстати, есть где-то фотография. Если найду быстро, я покажу, где я успешная теннисистка на тот момент. Показываю какой-то удар Вике. Она малюсенькая, такая худющая вообще. Просто в определенный момент она как-то странновато себя вела. И ее мама тоже. Но что меня добило, это когда я работала в федерации, когда закончила свою карьеру, и они требовали выплату всех этих суточных и так далее. И мне показалось, что когда человек зарабатывает миллионы, можно отказаться от своих каких-то суточных и не возить свою свиту, не просить, не требовать, чтобы ее оплачивали. Когда на эти деньги можно было бы дать шанс как минимум нескольким молодым теннисистам. Понимаешь, меня вот это очень сильно задело. Я вообще этого не понимала. Ну, плюс были разные другие нюансы, которые мне не хотелось бы рассказывать. Но об этом я писала, где-то писала, давала интервью, потому что, ну, я прям не могу, меня трясло. Я работала в федерации, я знала, какие деньги на них тратятся. И человек, который зарабатывает миллионы, и вот, ну, такие вот мелочность для меня была просто... Я не смогла удержаться. Мы выведем твою цитату 2013 года, вот примерно здесь. Там говорилось о том, что по сравнению со Зверевой и ее дачей для страны, Вика как бы не тот уровень абсолютно. Наташа, мне кажется, не пропустила ни одного кубка федерации. Она действительно отдавала все за свою страну. Мы играли вместе. Сначала я наблюдала за ними, восхищалась и мечтала попасть в команду. Потом я была в команде, играла с Наташей. И хотя она не очень общительный человек, Наташа, она просто нереальная. Это самый чистый человек, которого я, наверное, знаю. Ни капли говна, извиняюсь за выражение, можете пим поставить. Это вот про Наташу. Настолько она чистая, не подлая, искренняя. И сравнивая вот с какими-то другими нюансами, да, у меня было много вопросов. Наташа никогда бы не возила свою свиту, тем более не требовала бы каких-то денег и так далее, в отличие. Поэтому, ну да, и по результатам, сколько у нее больших шлемов. Наташа самая настоящая легенда. Причем не только теннисистка, она себя и как человек тоже проявляет. Твоя фотография с Ниной Богинской. Это что-то ситуационное или действительно ты и до того восхищалась ею? Нет, я узнала о Нине вот недавно, когда началась вся эта движуха. И я гуляла
в центре города увидела Нину. И, конечно же, это второй раз в жизни, когда я подошла к кому-то и попросила сфотографироваться со мной. Я в своей жизни встречала таких суперзвезд, голливудских и не только, и я настолько стеснялась, я никогда не подходила к ним, не просила ни автограф, ни сфотографироваться. И тут я подошла к Нине и попросила, и, конечно, многие девочки к ней подходили, и мальчики тоже, потому что у меня к ней бесконечное уважение, конечно. Вот эта вот маленькая, хрупкая, но такая смелая, сильная женщина, она не может вызывать других чувств, кроме как восхищения. Прости, кто был первым человеком, с которым ты сфотографировалась? Это Биту Малик из Индии. Это певец, который безумно красиво поет мантры. И он недавно приезжал в Минск. И вот на мероприятии я подошла к нему и попросила сфотографироваться. В плане великих женщин. Ты ходила на Крестина поддерживать Лену Левченко. Да, конечно. А вы знакомы? Мы знакомы очень давно, благодаря общему знакомому Саше Ярославцеву. И Саша часто приглашал в гости, он делал какие-то такие красивые вечера, вечеринки. И вот мы с Леной на одной из вечеринок познакомились достаточно давно. И я тогда уже поняла, что вот она серьезная девушка. В ней чувствуется такой стержень. На нее смотришь и прям вот как-то, я не знаю, как объяснить, но этот человек изначально тут же вызывает какое-то уважение, какой-то такой трепет. Ну, это чувствуется ее такая вот энергетика. Как ты отреагировал на новость про ее задержание? Я была просто в шоке. Просто в шоке, причем мы почти весь предыдущий день общались с Леной, обсуждали разные темы, личные, такие девчачьи. Были очень много на связи, и я знала, что она собиралась лететь на реабилитацию. И, конечно, эта новость меня просто убила. Причем как спортсменка, которая тоже проходила через разные травмы, я знаю, насколько это важно было для нее. Просто если я проецирую это на себя, насколько, в принципе, это важно для человека. Тебе было страшно? Да, мне было очень страшно. Потому что, мне кажется, многим из нас сейчас такие, ладно, буду говорить за себя, но я уверена, что это не только про меня, такие постоянные эмоциональные качели. Сегодня кажется, что за тобой уже тебя обязательно посадят, расстреляют, там, я не знаю, и убьют, и забьют, искалечат. На следующий наступает новый день, ты снова веришь, что все будет хорошо, что добро победит. Ну и вот такие вот качели постоянно. И, конечно же, когда я узнала новость, я подумала, ну все, жопа. Сейчас придут за всеми. Тебе поступали какие-то сигналы, что, мол, девушка, успокойтесь? Да, несколько раз. Расскажи, как это было. Мне передавали через знакомых. Я не буду говорить, потому что, мне кажется, это будет неправильно. А мне просто передавали чьи-то слова, чтобы я не высовывалась, чтобы я ничего не постила и тем более не думала никуда ходить. Не лезла в политику, так сказать. В каких выражениях примерно, чтобы понимать? Что я на карандаше, например. Я не совсем знаю, что это, забыла загуглить. Но я так понимаю, что не было команды ФАС, но на карандаше в первых там каких-то списках. Я так понимаю, это не одно такое сообщение уже получилось? Несколько. От разных людей. Первое сообщение – это тревожно, а теперь уже привыкла. Да у нас у всех, мне кажется, выработался некий иммунитет. Хотя, опять же, повторюсь, бывают дни, когда очень страшно. Когда все закончится, большинство из нас, наверное, будут требовать возмещения за нанесенный моральный ущерб. Потому что страшно, когда люди бегут сзади, когда ты где-то в городе. Страшно, когда проезжают какие-то бусы с затемненными стеклами. Тебе кажется, что вот насмотревшись всех страшных видео, тебе кажется, что они сейчас выбегут, будут мочить твою машину, вытащат тебя, как вытаскивали моих знакомых под дулом оружия, избивали. Эти картинки, они постоянно мелькают перед глазами, тем более новости. Каждый день пробивается новое дно.
Но с другой стороны, ты также к этому и привыкаешь. Например, я хожу с рюкзаком, в котором у меня теплая одежда, термобелье, зубная щетка, паста, теплые носки и книга, которую бы я с удовольствием еще раз перечитала. Что за книга? «Наука самоосознания». Я тебя понял. Продолжая про женщин. А тебе кто из этой тройки нравится больше всего? Они все очень крутые. Ну вот как-то Маша мне по... Мы же про них? Да. Маша мне как-то вот по энергии. Она такая позитивная, с красной помадой. Она вот такая... Мне кажется, она веселая очень в тусовке. Как-то... Ты бы с ней выпила, да? Безалкогольного вина, да. Потусовалась бы Мохито. с ней, да? Да, мне кажется, она такая очень позитивная, креативная, смелая. Ну, как-то вот я чувствую, что мы больше всех на одной волне. Хотя, безусловно, они все заслуживают бесконечного уважения. Ты бы могла паспорт на границе порвать, так же, как Колесникова? Не факт. Ну, знаешь, если бы у меня не было маленькой дочки, грудного ребенка, 150 собак на содержании, то, может быть, я на 100% была бы гораздо смелее. Да, я такая в душе, конечно, революционерка. И иногда мне немного страшно становится от своих мыслей, но вот есть обстоятельства, которые меня очень сильно гасят и притормаживают. И, в принципе, я этому, наверное, благодарна. Роль женщины в белорусском обществе как-то изменилась за последние 2 Очень месяца? велика. На сегодняшний день, как мне кажется, вся эта ситуация, она, в принципе, имеет женское лицо. Прекрасное лицо. Красивые наряды, улыбки, красную помаду, бело-красно-белые зонтики. Здесь, конечно, больше женской энергии, женское лицо. Когда женщину поставишь в особые условия, женщина становится очень опасной, потому что она готова, если не на все, то на многое, а при определенных обстоятельствах она готова абсолютно на все, когда это касается ее детей. И здесь я уверена, что многие женщины, которые выходят, например, те же пенсионеры, в принципе, вот поколение постарше, они начали думать про своих детей, чтобы их дети жили в стране, чтобы им жилось просто лучше, как я написала в своем посте вчера. Это очевидно, что они выходят не для себя, не потому, что они кого-то прям сильно очень ненавидят. Да, конечно же, насилие, все это насилие, которое было, его невозможно забыть, его невозможно простить. Но также многие женщины выходят ради своих детей, потому что хотят, чтобы они жили уже в другой стране, без этого беспредела, который творится сейчас. Ольга Барабанщикова – человек, который отказался от съемки в Playboy. Господи, ты мы, даже собственно, это мы, нарыл. Мы ради этого приехали. Как тебе предложили? Знакомая из Америки, которая помогала мне с фотосессиями и так далее. В тот момент, когда я активно принимала в них участие, не пошлых, очень целомудренных, каким-то образом с ними связалась. В общем, она мне передала информацию, что вот меня приглашают, и была, я даже не помню, какая сумма это была, было так давно, но суть в том, что я согласилась. Примерно, чтобы понимать. Это деньги, которые вызывают уважение? Это более 50 тысяч долларов. Я не помню, это было 100 и 200. Это была очень большая сумма. И более того, было договорено, что это только топлес. И с моим молодым человеком тоже мы договорились, вроде бы все было хорошо. И когда я уже должна была заходить в самолет Москва-Лос-Анджелес, уже багаж мой ушел, и меня начали звать в громкоговоритель. У нас с ним произошел разговор, и он передумал. Ну и все, я не полетела. Чему я сейчас очень рада. Ты в моменте радовалась или ты в моменте чувствовала себя неудобно? Я себя чувствовала неудобно, но больше потому, что мне нужно было мой багаж сдавать с самолета. На самом деле я сама немножечко ломалась, надо мне это или нет, но вроде такое интересное предложение. И для дальнейшей какой-то популяризации, возможно, тем более, что они согласились на определенные условия, но я сейчас этому очень рада, потому что уверена, сейчас бы это использовалось, эти все фотографии в не самых лучших
целях. Какие у тебя были условия? Ты какие выставляла условия организаторам съемки? Чтобы это было не полностью ню, только топлес. И, по-моему, даже, что это будет ЧБ. Окей, но при этом, когда у тебя началась уже карьера, у тебя что-то такое полупостельное происходило все-таки. Не помню, как клип называется, но ты рассказывала что-то про это. «Затмение», «Затмение». где я в чулках и... Этот фильм снимал Филипп Янковский, кстати. Это была полностью его идея, сделать его именно таким. Он прослушал, конечно же, как они все делают, собираются со стилистами, с кем-то еще. И вот такой вот у него был образ. Он полностью придумал концепцию, идею клипа. Вот, я помню, что около 2 месяцев, нет, у меня не было 2 месяцев, у меня было около месяца, я занималась со Светланой Кашицкой, отказалась на месяц от алкоголя, мне нужно было привести себя в порядок, и вообще я выглядела очень неплохо, когда прилетела в Москву. И самое было забавное, когда Филипп мне показывал, как мне нужно, что делать. Вот он себя, вел, как я должна была. Вот это все. Это было очень смешно. Незабываемые съемки. Да, что-то такое было, потому что это было необходимо для сцены, потому что в длинных платьях, это скучно, никому особо не нужно было, да и я была совершенно другая, поэтому мне все очень понравилось. Они нашли героя, который был очень похож на Ричарда Гира в молодости. В общем, вообще все было интересно. Как себя чувствует человек в трусах, который находится на съемочной площадке, окруженный большим каким-то количеством людей? Не в трусах, а в красивом Белье. нижнем белье. Окей. Это... Некомфортно. Мне было очень некомфортно. Я вообще такая стесняшка. Я даже дома не всегда хожу полностью обнаженная. 6 собак-то, собственно говоря. Ты куда не выйдешь, везде окна. Если окна не закрыты, все вообще везде все видно. Нет, мне было некомфортно, и я просила, чтобы на съемочной площадке оставалось минимальное количество людей, вот сколько нужно было, и столько было. Просто люди, которые приходили позырить, извиняюсь за выражение, просто там интересно находиться, они не находились, потому что это сковывало движение, клип достаточно раскрепощенный. Но мне кажется, он неплохо получился. А певица Ольга Барабанщикова – это бизнес-проект твой? Это вообще не бизнес-проект. Я из музыкальной семьи. У меня папа в свое время был известным в своих кругах музыкантом. Мы засыпали с музыкой, просыпались с музыкой. И действительно, музыка была у нас всегда. Вот всегда. И поэтому у меня с ней очень свои такие особенные отношения, глубокие. И, в принципе, если так подумать, нет ничего удивительного, что я запела. Хотя у меня нет, конечно же, образования. Я даже ноты не знаю до сих пор. Но у меня очень хороший слух. Поэтому, в принципе, это достаточно логично, что мама моя заканчивала музыкальную школу, папа тоже играет на нескольких инструментах. Поэтому с музыкой у меня очень близкие отношения. И бизнес-проект скорее был для тех людей, которые мне изначально... Появился директор, конечно же, тут же, потом, который через время одолжил некоторую сумму денег и пропал. Сколько? Небольшая сумма, может быть, как небольшая, долларов 700, наверное, или 800, вот что-то такое у меня стоит. Это сейчас тоже не $100, а тогда это, так было. А плюс я потом через время узнала, что песни, которые мне записывались по этой цене, это была очень высокая цена. Я же не знала. А сколько песни стоили? Тогда я платила где-то по 3-4 тысячи долларов за одну песню. Сейчас они стоят меньше. То есть Ольга Барабанщикова, певица, это были твои деньги? Да. Сколько стоило тебе твое творчество? Примерно? Я не знаю, если суммировать. Но потом красивые клипы, которые мне снимали, это уже мне дарил мой мужчина. Да. Не поверю, снимался в Бронксе. В Бронксе, да. Бронкс на тот момент, объясни людям, это топовый топ. Это топовый top of the pop, of the top. Да, самое модное место. Я была знакома с Вадимом еще до открытия Бронкса. Он разрешил там провести Надо съемки. пояснить, Вадим. Прокопьев. Да, до того момента, как стал снимать стильные ролики из Киева, да? Намного раньше.
Я его знала еще в то время, когда велись только разговоры о клубе и дизайне. Они с сестрой его делали. Вот, и мне потом разрешили там снять клип, чему я очень рада, хотя там непонятно, где на самом деле съемки проходят. Но все девочки оценили парня, который мне там снимался. Вы, наверное, нет? Ну, вы вообще не видели этот клип. Но ты, я знаю, его видел. Вот все девочки влюбились в главного героя. Его, кстати, мне пригласила для меня Наташа Зверева. Это ее какой-то хороший знакомый из Берлина. Он прилетел специально из Берлина. Он работал моделью, ну, помимо еще какой-то профессии. И вот такая вот история. Так что это не просто мальчик с Чижовки. Ты отмечала, что, в принципе, прожигала просто свою жизнь. Прожигала, да. Самое безумное время в твоей жизни? Ну вот, когда я познала ночную жизнь после многочисленных лет тренировок постоянных. У меня даже выпускного вечера не было. Что тут говорить? Тяжелая жизнь. Действительно, большой спорт, профессиональный, это своего рода армия. Потому что, чтобы добиться каких-то результатов, успехов, нужно полностью сконцентрироваться на этом. Ты не можешь раскидываться на разные интересные проекты и дела, и ты просто пашешь, тупо пашешь каждый день. Поэтому часть жизни вот такой вот школьной, когда все встречаются, тусуются, целуются, обнимаются, гуляют, все прошло мимо меня. У меня это все прошло в тренировках, на корте, в чужих странах. Поэтому, когда у меня случилась какая-то первая травма, я задержалась в Минске и попала в компанию, и началось вот это безудержное веселье. Меня настолько затянуло. Но когда умер один человек из нашей компании, а потом постоянные недосыпы, я поняла, что моя карьера уже, в принципе, закончена. Я больше ничего не умею. Я ничего не умею. Что мне дальше делать? Деньги частично я уже прогуляла. Люди вокруг меня тоже все отдыхали практически за мой счет. И в один день мне просто стало очень страшно, очень обидно за себя, но больше страшно. Потому что, с одной стороны, ты все понимаешь, а с другой стороны, тебя тянут обратно туда. И очень тяжело из этого вообще выйти, взять и самостоятельно оттуда выйти. Потому что это очень, появляется своего рода зависимость от тусовок, вечеринок, ну и всего прочего. Это же время такое, что 15:00 начиналось утро, да? Ну да. Ты можешь описать свой стандартный день тогдашнего вот этого вот гламурного периода? Мы начинали готовиться часов 6-7. Потом мы... Готовиться это что? Как-то приводить себя в порядок. Потом мы начинали выпивать. Во-первых, у нас каждую пятницу с девочками была такая традиция. Мы встречались где-то в кафе, выпивали. Когда уже были такие, шли в клуб. Но это очень безобидная часть. А вот страшная часть была, когда прям жесткие такие тусовки были с автопати и вот этими всеми делами. Вот это вот реально страшно. Ну и плюс физическое ощущение тоже так себе. И, конечно же, это все связано, все как замкнутый круг. Физически плохо себя чувствуешь, эмоционально, физически. И потом ты чувствуешь себя полным говном. И мне повезло, что меня вытащил, у меня был такой друг, мой очень хороший друг. Он меня просто взял и вытащил. Он меня пригласил в Иорданию на несколько недель. Я полетела в Иорданию. Там я поняла, что я нахожусь в отвратительнейшей спортивной форме, потому что мы как-то вышли на теннисный корт, и мне стало реально страшно за себя, насколько можно было вот все пробухать, извиняюсь за выражение. Вот просто все, что было наработано долгими годами. А потом оттуда я не полетела домой, я полетела в Дубай еще на какое-то время. Я почувствовала, что нужно было как-то вот продлить вот этот перерыв от Тур всего. по неалкогольным странам, да? Да. И как-то я вернулась немножечко другим человеком. Я посмотрела на все со стороны, увидела, куда я вообще
качусь, чем это чревато, кто уже нехорошо закончил, и что, в общем-то, ну, нужно что-то менять срочно, прям срочно. И я вернулась, и как-то вот все потихонечку начало налаживаться. Там меня пригласили на съемки клипа группы «Харли». Меня вообще, мою машину пригласили как дополнительный свет, потому что снимали на улице, в лесу, аппаратуры не хватало, и пригласили мою хорошую машину как дополнительный свет. На чем тогда каталась? На BMW X5. Фары светили хорошо, машина была мощная. Мы тогда разговорились с Женей Чалышевым, и он мне как бы в шутку, насколько я поняла, в шутку предложил написать мне песню. Ну, видимо, раз я уже приехала, нужно же мне как-то тоже что-то взамен предложить. Он мне предложил песню, я посмеялась, и потом так сложилось, что получилось «Не поверю». Сначала одна такая песня, которая прошла незаметно, было или не было, а потом появилась «Не поверю». Ну, вот мы продолжили как-то общение с Женей, и, ну, и, конечно же... То есть это тебя выдернуло из угара? Это меня выдернуло, потому что появилось какое-то занятие, какая-то альтернатива. То есть после этого ты оправданно пила уже, да? Я пила оправданно, да. Но закончилась вот такая просто жуть. Это просто какая-то черняга была. Реально черняга? Реально черняга. Объясни, Не, ну пожалуйста. нет, без героина, конечно. Но я считаю, что 4-5 раз в неделю тусоваться с автопатией практически каждый раз, ну, это черняга. Не жить дома. Мама, родители были, конечно, в шоке, но для меня это были враги номер один, потому что я была очень независимым человеком, я зарабатывала свои деньги, я вообще не понимала, почему кто-то пытается меня чему-то учить. И я воспринимала очень все в штыки. Я сейчас, конечно, очень об этом жалею, потому что мне кажется, что после этого периода у них появилось очень много седых волос, и, конечно, это время можно было бы провести с гораздо большей пользой для себя, для общества, для семьи. Но, наверное, мне так нужно было, вот, чтобы это случилось именно тогда, потому что сейчас, ну, с кем-то это происходит позже, да, и в 30, и в 40, и по-разному. Но зато сейчас мне это все очень неинтересно, и так было нужно. Но это была, да, черняга. Ну, я же, наверное, не могу все рассказывать, правильно? Мы крайне заинтересованы. Нет, ну... Я выскажу предположение, а ты либо дакни, либо неткни. Мне кажется, что алкоголь и спортсмены – это крайне ужасно, потому что ресурс по здоровью у профессиональных спортсменов огромный. Да, это И, правда. соответственно, выдержать количество потребляемое, они могут тоже достаточно огромное. Для того, чтобы этот человек навалился, реально навалился, надо очень много. А после очень много получается реальная развалина, на которую жалко смотреть. Да, нужно было очень много. Я действительно могла держать удар. И бутылка вина для меня это было просто ничто. Да, пила очень много. Ну, и, соответственно, и плохо тоже потом было очень. Самое твое жесткое похмелье из того времени? Ты знаешь, у меня наступала при опьянении такая грань, когда я начинала плакать. Да. Сначала я теряла сумочку, которая вот могла лежать здесь. Я начинала очень сильно плакать, потому что я потеряла сумочку с ключами вообще совсем. Я начинала ее искать, потом мне ее, конечно же, находили. Я радовалась дальше, потом я снова ее теряла, плакала. Потом я чего-то еще плакала. Потом у меня еще была такая стадия, когда я любила побегать. Мне нужно было убежать, и чтобы за мной меня искали. Это невесту украли, да? Да, рассказываю как есть, чего уж там. Но мои друзья сейчас посмотрят, посмеются. Ну, ничего, мне не стыдно, это было. Да, я бегала и в переходах, когда-то даже где-то на дерево залазила. Это же период гламура, то есть ты вся такая королева, да? Я вся такая, я вся в брендах была. Для меня было очень важно, чтобы у меня были бренды. И ты в этой Шанели лезешь на дерево, да? Да. Ну, Шанели у меня и были Шанели, да. Ну, да. И мне вот очень важно было почувствовать эту заботу, что меня ищут. Поэтому я с утра просыпалась не только с больной головой, но еще и опухшей, потому что я ревела.
Мне нужно было поплакать, выплакаться. Был еще такой очень смешной случай. Я жила уже здесь, и вот мы возвращались с вечеринки с Надей, она живет на соседней улице. И вот мы приехали сюда, я, как всегда, не могу найти свои ключи. Не нашла ключи в сумочке, хотя они там были. Собаки пришли послушать. Да. Я не нашла ключи, и я полезла через забор. Я сняла сперва свои лабутены, перебросила через забор, перелезла через забор. Я поднимаю голову, я понимаю, что что-то не то. Что-то не то. Двор-то не мой, дом не мой, что-то другие какие-то цвета. Я перелажу снова через забор. Говорю, Надя, это не мой дом. И мы смеемся, ага, точно не твой дом. К соседям залезла. И Надя говорит, а где твои лабутены? Я лезу опять во двор со своими туфлями, их перебрасываю, и уже потом как-то перелезла в свой двор. И ключи, к слову, были в сумке, конечно же. Просто настолько прицел сбился, что... вот так вот я раньше отдыхала. Поэтому, конечно, я очень обрадовалась, когда это ушло из моей жизни, потому что кто-то умеет выпить бокальчик вечером, и все. Очень культурно, как в Европе. Но вот у меня такой культуры не было. У многих в нашей стране, мне кажется, такая культура отсутствует. И как-то мне очень не нравились состояния на следующий день, и это много времени вообще тратилось в никуда, и вот эти пьяные разговоры ни о чем, это как я уже потом поняла, что вообще реально ни о чем, просто ты тратишь свое драгоценное время, ни минуту, ни этот день уже невозможно вернуть никогда. И можно сделать столько всего прекрасного и полезного в тот момент, когда ты просто бухаешь, что-то из этого помнишь, что-то нет. И все. Понятно. Я была очень счастлива. Кстати, когда летела в Индию, я присела в самолет, я заказала себе сходу несколько бокалов красненького. И вот это было мое последнее вино, потому что вернулась я уже другим совершенно человеком. А что у тебя здесь еще есть? Это, я так понимаю, бывшее место релаксации, которое превратилось в собачью жизнь, да? Это было место, где мы раньше, когда у меня были бесконечные тусовочки, жарили шашлыки. А теперь я ее переорудовала в такой собачий домик. Это все для собак, да? Все для собак. Мы когда сюда шли, ты сказала, когда у меня когда-то происходили тусовочки. А ты можешь рассказать, как в жизни взрослого человека происходит момент, когда тусовочки отпадают вдруг? Когда перестаешь пить алкоголь, например. Это вот самый такой переломный момент был. Даже не когда я отказалась от мяса, от всех животных продуктов, а именно алкоголь. Потому что многим людям почему-то кажется, когда ты не пьешь, ты не можешь веселиться. Хотя это неправда. Но как-то вот люди сами собой отпали. И в принципе, со мной, наверное, тоже им не так интересно. И все. Это, в принципе, обидно немножко? Нет, я очень обрадовалась. Потому что когда у тебя дома происходят тусовки, на следующее утро это бедлан. Нужно все убирать, все мыть, битые стекла. Про битые стекла можно? Извините, что я у взрослого человека об этом спрашиваю, но самая жесткая тусовка, которая у тебя здесь была? Новогодняя, наверное, была несколько раз. Ничего такого не произошло, просто битые стекла, битые бутылки. Очень много бутылок, очень много, все такое грязное, очень много посуды мыть. Но это не самое приятное, что может с тобой произойти 1 января, когда ты понимаешь, что с этим как-то нужно разобраться. Вообще, честно говоря, я очень рада, что у меня теперь здесь нет тусовок, поэтому, когда нужно расслабиться, и меня приглашают, меня рады видеть, я с большой радостью иду к кому-то в гости, и потом прихожу домой в чистый дом и просыпаюсь в чистом доме. Это замечательно. Как ты бросила алкоголь? Я полетела в Индию, в святые места. Я вообще туда летела с другой целью. Мне один очень уважаемый человек, я хотела бы, чтобы однажды он стал моим духовным учителем. Я к нему попала на личную встречу и задала такой вопрос по поводу ребенка, потому что у меня долго очень не получалось. И он мне сказал, что нужно лететь в святые места,
в Индию и молиться, много молиться. И буквально через пару месяцев я туда полетела, очень много молилась, очень много плакала, очень искренне просила. А потом я под конец поездки заболела. Вообще непонятно. Это не просто болезнь, когда у тебя температура, и ты понимаешь, что у тебя ангина или гриппы. Это очень какая-то необычно текущая болезнь. Но говорят, что когда ты болеешь в святых местах, это происходит очень сильное очищение. Наверное, так и произошло, потому что я вернулась. И вот я сейчас вспоминаю, у меня волосы дымом стоят, потому что я когда нюхаю алкоголь, у меня мурашки по телу, мне настолько противно. Это сколько лет назад было? 3,5. 3,5. А когда ты перешла на веганство? Вегетарианство. Ну, сначала вегетарианство, потом веганство у меня уже произошло во время беременности. А вегетарианство это какой возраст? Ну, лет 7 там назад. Лет 7 назад, да? А тебя удивило вообще, как люди, вот когда ты меняешься, как люди перестают тебя воспринимать? Больший эффект вот такой, какого-то непонятной реакции произошел из-за алкоголя. Потому что, в принципе, мне кажется, это очень странно, что люди думают, что ты какой-то не такой, если ты не пьешь алкоголь. Это вообще как-то в моей голове не укладывается. Но я рада тому, что остались рядом хорошие люди, которым со мной интересно в любом состоянии, даже когда я скучная и не пьяная, и не могу поддержать пьяных разговоров. Вопрос такой. Ты рассказывала про Индию, вещи, после которых люди, в принципе, делают вот так вот, да? Это о непосредственно ритуалах, которые ты там выполняла. У тебя не было ощущения, когда... ты читал, да? Да, я читал. Вот. Спасибо «Комсомольской правде», хороший идет. Ну, в моем инстаграме тоже есть эти истории, потому что есть люди, конечно, которые скажут, что ты кукуха поехала, а есть люди, которые очень вдохновляются этими историями, которые в начале духовного пути, которые, в принципе, заинтересованы в этом, ну, в самом начале. И им это все очень интересно. И вот, в принципе, моя страница, она с большего для таких людей, ищущих. Что ты делала там, вспомни? Я лепешки лепила. Коровьи прям такие. То есть коровья лепешка, коровье говно, и ты его лепишь, да? Да, коровьи какахи. Ага. Они прям тепленькие были, и мне еще женщина сказала: тебе так повезло, она вот еще прям мягенькая такая, свежачок. Проще лепить будет. Но это не самое страшное, правда. Самое страшное было, когда нужно было окунаться в колодце, а он уже был такой, цвел, и он... Запах был, мягко говоря, не очень приятный. И там сидели такие жабы. И вот представляешь, как нужно было окунуться не вот так вот, ну, чтобы хотя бы воздух там как-то нормально было, а приходилось так вот лицом окунаться 3 раза. Это было намного неприятнее, чем лепешечки трогать, потому что я очень люблю коровок и все, что с ними связано. Добей меня, пожалуйста, третьим фактом. Что ты еще делала? То есть жабы и колодец, какахи и... Какахи. Нет, третий вообще нужно было поговорить со священником, поставить... Я не помню. Ну, типа поставить свечи, но там чуть по-другому. Небольшое пожертвование оставить. Ну, какая-то вот... беседа с местным монахом, чтение мантр и все. У тебя был какой-то момент, когда ты, не знаю, лепишь вот лепешку, такая, чем я занимаюсь? Нет, я знала, для чего я там, поэтому я была, в принципе, готова на все. Потому что мне порекомендовал это место очень сильный ведический астролог. Это не попсовое место, это не место, куда ездят автобусы с туристами. Туда вообще не так просто попасть, и, слава богу, мой таксист говорил на английском и индийском, потому что я бы вообще не понимала, что делать. Там живут, грубо говоря, 3,5 человека, и вообще непонятно. Плюс ты должен был оставить свою одежду, в которой приехал. Ну, в общем, там были свои такие фишечки. И плюс это нужно было вылепить 3 знака свастики. Но у нас же это такой нехороший знак благодаря Гитлеру, а вообще свастика, он очень сильный и на самом деле очень хороший знак. И вот их нужно было вылепить 3, но все вот это вот здание, оно, ну я не знаю, какое оно по размеру, но не маленькое, оно все было вылеплено в этих знаках свастики. И я просто почувствовала эту энергию, сколько женщин там было до меня вот с этой одной
самой большой целью в жизни, с таким огромным желанием, ну прям до слез. А ты понимаешь, что часть людей после того, как ты перестала пить алкоголь, есть мясо, думают, что ты немножко двинулась, что такая вот барабанщикова немножко конченая. Да, и эти люди мне периодически пишут, прям так и пишут. И я уверена, что вот есть несколько девушек, которые под... Мы отметим пока, что Барабанщикова сортирует мусор. Да, Молодец. я сортирую мусор. И... Берегу планету. Да, это правда. И я прям чувствую, что они наклюкались. Под воздействием алкоголя это прям чувствуется. И они мне пишут: да ты не настоящая, да ты такая... Я же не помню эти дословно, но так не может быть. Ты тусовщица, ты бухала, танцевала на машине. И вот это вот все. А сейчас ты тут про мантры рассказываешь. Так не может быть. Ты не настоящая, ты врешь. И вот так вот мне иногда пишут. Люди не могут смириться с тем, что у человека может измениться жизнь настолько. Хотя так бывает. А ты танцевал на машине? Я танцевала на машине, я везде танцевала, где можно было танцевать. Расскажи мне про танцевал на машине. Ну, это были времена реактора, и перед автопати мы становились на мою машину, тогда первый Toyota Yaris с бенгальскими огнями, я танцевала на крыше. Ну, мне было очень весело просто после реактора, перед автопати. Нужно было выплеснуть энергию, а из клуба уже как бы выгоняли, поэтому мы собирали. Да, в моей жизни было очень много всего. Кстати, не все даже из нашей тусовки выжили. Это такой небольшой просто нюансик к тому, насколько у нас было весело чересчур иногда. Ты можешь конкретный пример привести? Да, один парень, который был в нашей компании, он умер ночью от каких-то, не знаю... Передозировка. Передозировка, да, как сказали потом. Его друзья испугались, оставили на улице, он замерз. Вот, поэтому были такие истории, которые мне сейчас вспоминать, честно говоря, страшно. Я попала в такую тусовку жесткую, вот прям это был жестко, 4-5 раз в неделю с автопати. Это просто был ужас. Но я очень рада, что этот момент произошел в моей жизни. Я знаю, как это. Рубрика «Безумные слухи». Мне рассказали в плане твоего замужества, что у тебя когда-то была идея в Америке с девочкой, и вы хотели пожениться. Что за слух? Мы не хотели, мы женаты. Не девочка, а женщина, она чуть постарше. Даже собаки перестали храпеть. Да потому что собаки уже живут с этим сколько лет. Расскажи, этим пожалуйста. уже не удивить в моем окружении. Да, когда завидала моя теннисная карьера, в принципе, мы, теннисисты, проводим много времени в Америке. Там есть такой цикл соревнований. Например, в Америку, в Австралию ты не летаешь на один турнир. Это минимум 2, 3, 4. Ты играешь, понятно, что там нужна адаптация, вот это все, чтобы лучше себя чувствовать. И поэтому я в Америку тоже прилетала, понятно, на 3 недели, на месяц, иногда дольше оставались. И там со мной связалась такая женщина, и сначала она пригласила тренироваться к себе. У нее там в доме был такой обалденный теннисный корт, и там тренировал бывший тренер Штеффи Граф. Это легенда, это просто легенда. И вот ее тренер там дает уроки, и можно было с ним тренироваться. Конечно, не могла упустить такую возможность. В общем, как-то я там тренировалась, потом меня начали приглашать на фотосессии и так далее. Оказалось, что эта женщина, Сюжет из порнухи пошел уже немножко. Нет, в общем, со мной связалась эта женщина, в итоге она в меня влюбилась. И, поняла я это уже намного позже. А до этого она мне предложила просто подписать такие бумаги, чтобы мне там как бы проще работалось в плане финансов. А мне-то что, domestic partnership называется. То есть это не то, что ты идешь там в церковь, надеваешь кольца, произносишь какие-то штуки. Нет, это, подписала бумажку и подписала. Ничего, если там по налогам это как-то будет проще. Но я вообще не заморачивалась. А потом она поверила в эти бумаги. Она прям реально начала меня шантажировать ими. И вот она до сих пор мне звонит.
Я в Америке уже не была 10 лет, она мне пишет чуть ли не каждый день. Да? Требует развод. Я тебе честно говорю, она требует развод, потому что боится, что она очень-очень богатая, мультимиллионерша, у нее очень серьезные какие-то там родители. И она боится, что я потом буду требовать деньги и требует развод. Ну, а мне зачем это надо? Тебе сколько было лет тогда? Ой, ну 20 с чем-то, не знаю. А ей? Она на 9 или 10 лет старше. Ага. Ты когда поняла, что тебя без меня женили, когда это произошло, какое было осознание? Да мне было все равно, господи, я жила в Европе, у меня много друзей нетрадиционной ориентации, подруга в теннисе, мы с ней частенько жили в одном номере. Я вообще хорошо отношусь к этим людям, вообще абсолютно спокойно, мне все равно. Поэтому я подумала, ну, такая, ну, странноватая, мне такая разница. Мне главное, чтобы по работе все было хорошо. Но потом как-то это зашло уже все непонятно стало. Я видела, что она ревновала, даже когда, например, Руслан Салей меня приглашал на игры какие-то. Она отпускала какие-то такие фразы, непонятно, я понимала, колки. Потом, конечно, все сложилось. Но, кстати говоря, этот человек мне принес очень много неприятностей сюда, здесь, потому что, конечно же, она выслала эту новость в наш центральный какой-то офис, где все журналисты откуда могут брать новости. Я не совсем понимаю, как это работает. В общем, она выслала то, что... Я сомневаюсь, что Белта опубликовала новость о том, что... Нет, но опубликовала «Комсомольская правда», причем на первой странице, и мне пришлось журналистке тогда дать интервью, потому что она сказала мне, либо ты мне даешь интервью, и я пишу с твоих слов, либо я пишу... Ну, так, как мне говорит та сторона. Поэтому мне пришлось дать интервью, то, что у меня действительно вот такая была история. Подписала я бумаги, но подписала и подписала. Я вот вообще не придала никакого значения такого. А потом был такой день, когда я вышла на улицу, и мне казалось, что каждый человек стоит с «Комсомольской правдой». Вот каждый человек либо ее читает, либо с этой газеты идет, где на первой странице написано, что у Барабанщиковой муж миллионер, многоточие ша. Мне было очень неприятно, но я переживала за своих родителей, потому что, конечно, они такие гораздо более консервативные, и они уже на тот момент переехали жить за город, из города, а там вообще деревня, понимаешь? Там нет Белсоюз печати, да? Ты надеялась, что газета не дойдет до них. Новость комсомолки, что их дочери муж женщина. Ну, моя мама такая молодец была, она такая, я ее называла мужичок с ноготок, потому что любимая поза, в которой она становилась вот так вот была, руки в боки. Она вышла на улицу и сказала, что сидим? Теперь хоть дороги у нас тут сделают. Ремонт наконец-то. Ну, типа муж богатый, женщина. Неважно, мужчина, женщина. Главное, что богатый ремонт дорог наконец-то у нас тут будет. Важный вопрос. Почему ты не даешь женщине развод? Потому что она требует, чтобы я прилетела в Америку. У меня 10 лет уже не было в Америке. Я уже давным-давно забыла эту историю. Мне эти бумаги вообще, мне не нужны никакие деньги. Мне вообще ничего не нужно. Я когда поняла, что она немножечко агрессивно настроена и хочет, чтобы я вообще, в принципе, оставалась жить в Америке, хотя я могла, конечно, там жить как царевишна. Ну, вот жаль, что мужчин люблю. Все-таки. Я уехала и не вернулась, потому что уже так было неприятно, и тогда она начала мне мстить. Вот эти вот письма в прессу, потом начали писать, причем белорусы, которые уехали туда, некоторые продюсеры, устроились в ее фирму за $100 работать. Извиняюсь, у меня просто такой неприятный осадок, это просто отвратительно. И вот начали писать письма на русском языке, вот этот человек из Минска, который там сейчас живет, и рассылать разным нашим известным людям, хоккеистам, женам хоккеистов, разным людям из разных отраслей, с которыми я знакома, не знакома, чтобы меня типа опозорить. И присылались письма, что вот я на самом деле замужем за женщиной, что я чуть ли не обворовала ее или как-то там, я не помню, как там по-разному писалось в разных письмах, но я бандитка.
Вот, и этот был такой неприятный момент, потому что некоторые люди, какие-то хоккеистов, которых я даже не знала, они были в шоке, конечно. Им приходит письмо о том, что Барабанщикова там такое вообще непонятно, что мутит в Америке. Вот такое она делала, такая женская любовь. То есть ты в Америку не ногой. Нет, чтобы развестись, она требует, чтобы я летела в Лос-Анджелес. Ну и что там со мной сделают, непонятно. Ты считаешься богатой? Я считаю себя достаточно состоятельной, не богатой, нет. Почему в Беларуси стыдно быть богатым либо состоятельным? И чувствуешь ли ты это? Нет, иногда меня пытаются как-то комментировать люди, что вот у вас тут и то, и то, и то, но они забывают о том, что я большую часть своей жизни отпахала в полном смысле этого слова, поэтому мне не стыдно. Нет, но вообще я понимаю, о чем ты. Многие завидуют, потому что у нас слишком большой разрыв между уровнями жизни. А мне раньше казалось, что у нас большего все на среднем уровне, и, в принципе, повода завидовать сильно нет. Но, как оказалось, на самом деле разрыв, он достаточно большой. Бывает не по себе, но как-то мне не стыдно, нет, потому что я реально... Я не мажор, и я реально отпахала почти всю свою жизнь, и до сих пор это делаю. С сестрами Груздевыми ты пересекалась? Да, они, кстати, приезжали в этот дом и брали у меня интервью. Ну, ты знаешь, они такие, они всегда были немного специфическими, другими, но они были такие позитивные, я не могу сказать ничего плохого. Они были просто другими, вот и все. Ну, сейчас, конечно, мы вообще очень разные. А что для тебя абсолютное счастье? Это то, что у меня есть сейчас. Я всегда говорила в интервью, что я очень счастлива, но не абсолютно счастлива. Мое абсолютное счастье придет тогда, когда у меня появится ребенок. Он пришел, то есть. Сейчас у тебя Она абсолютное пришла ко счастье. мне, да. Абсолютное счастье возможно? Оно возможно, да. Просто я, конечно, думаю о том, что мое абсолютное счастье, вот мои собаки, комфортная жизнь и, самое главное, ребенок, семья. Но я не могу, конечно, сейчас думать об абсолютном счастье, когда творится то, что у нас творится. Но вообще в определенные моменты до того, как все произошло, достаточно часто я ощущала себя абсолютно счастливой. Какой ты видишь свою идеальную старость? Это точно, чтобы соседи не просили меня опустить шторку в ванной на втором этаже. Это точно, чтобы я могла выбежать нагишом во двор. Это где-то подальше от Минска, достаточно большой участок, чтобы рядом было озеро, лес. Я мечтаю о приюте для животных, и не только для собак. Мы спасаем и коровок в том числе. Вот хочу такой прям огромный приют для всех животных. Когда все закончится? Надеюсь, скоро. Я так думаю, что до следующей весны точно. Многие говорят о периоде декабрь, январь, но не знаю, мне кажется, это как-то слишком быстро. Но до следующей весны и победит добро, потому что вибрации нашей планеты, они меняются, они становятся выше. И это говорит о том, что добрые силы сейчас сражаются со злом. Я вижу много плюсов в этой ужаснейшей адской ситуации, которая происходит у нас, потому что посмотри, как объединились люди, да, какая солидарность, сколько чувств вообще у людей проснулось, которые раньше каждый занимался своим делом, работа, семья, моя хата с краю, сейчас же нет, все по-другому, люди раскрылись, и это очень круто. Я думаю, когда все закончится, дай бог, чтобы осталась эта традиция собираться дворами, пить чаи, я не знаю, даже эти прекрасные женские марши. Господи, мне хочется просто обнять всю Беларусь. Почти всю. Ну, процентов так 97. Спасибо. Я продолжу гладить твоего пса, потому что он этого требует, а мы закончим. Наверное. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Конкурс, и мы разыгрываем не собаку, потому что всех своих собак Оля любит. Что мы разыгрываем? Мы разыгрываем вот такой необыкновенный набор для дома, в который входят 2 свечи и диффузор. Он очень-очень вкусный, у меня тоже такой есть. И вы будете ощущать уют, тепло и соленую карамель. Условия конкурса следующие. Оля говорила о том, что видит
идеальный для себя вариант в постройке какого-то большого-большого приюта для животных, очень просто. Придумайте для него название. Чье название нам понравится больше всего, получит получит вот этот вот набор.